В 2019-м в Зеленце на радость детям и взрослым построена и оборудована универсальная спортивная площадка. Проведен капитальный ремонт детской музыкальной школы, которая, к слову, до 20 августа этого года должна быть оснащена новыми музыкальными инструментами. В райцентре Вильгард модернизирует центр. Запланировано обновление детской площадки возле нового спорткомплекса Ошпи, благоустройство сквера имени Жакова, а еще капремонт Сыктывдинского музея истории и культуры. С 30 июня здесь же ведутся работы по ремонту главной дороги. На сегодняшний момент наше сельское поселение, районный центр Вильгард, я считаю, что должен, по крайней мере, гордиться теми мероприятиями, тем ходом работ, которые производятся сегодня у нас в сельском поселении. Мы газифицируем огромный микрорайон, который называется местечко 13-й километр. Мы газифицируем еще один из новостроев. Это микрорайон ДАФ-2. Строительство как минимум 9 социально значимых объектов идет в Карткировском районе. Важной вехой в развитии райцентра станет появление новой начальной школы на 250 мест, которая позволит наконец ввести для школьников односменное посещение. В 2021 году в районе будет гарантированно завершено строительство 3 культурно-спортивных объектов. Это дома культуры в Сторожевске и Аджероме, а также лыжная база в Нившере. На обсуждении вопроса включения данных объектов в федеральную адресную инвестиционную программу. Нившер – это для нас стратегически важный населенный пункт. Он в северо-восточной части нашего района, он системообразующий, там более 1000 человек живет. Там должна появиться хорошая лыжная база. Значит, надеюсь, что положительное заключение по смете госэкспертизы я получу уже в июле. Как только я это сделаю, я его передам в Минспорт. О лесном и сельском хозяйстве, как о самых приоритетных в развитии муниципалитета, высказался глава Усть-Коломского района. Лесная отрасль обеспечивает на его территории 80% рабочих мест. Еще один двигатель прогресса – сельское хозяйство. За 5 лет открыты 4 фермы на 500 голов. В этом году появится еще минимум 2. Но крайне важно, предупреждает Сергей Рубан, обеспечивать данной отрасли достойной финансовой поддержкой. Стоит отметить, это очень приятно, у нас очень много стало начинающих молодых фермеров, средний возраст, тех, кто сегодня строит, реализует проекты, порядка 26 лет. Это говорит о том, что молодые люди хотят оставаться на селе, и мы будем поддерживать всеми возможными ресурсами. Особое внимание дорогам. За 2 года восстановлено 30 километров дорожного полотна. Самые видимые изменения, по словам самих жителей, по направлению Усть-Колом-Сыктывкар. К столетию будет выполнен ремонт 3 участков уже в сторону Помоздина. На все про все почти 1 миллиард рублей. По муниципальным дорогам мы тоже, учитывая ограниченность дорожного фонда, всегда расставляем приоритеты. У нас поселок Белоборск отдаленный, 130 километров. Вот 3 года мы занимались дорогами. В этом направлении почти 50% нам удалось восстановить разбитых участков. Восстановление дорожного полотна полным ходом и в Троицко-Печорском районе. Главное внимание уделено маршруту по направлению к поселку Приуральский. С помощью этой магистрали обеспечивается связь с главными лесными предприятиями муниципалитета. Обработано уже более 10 километров полотна. В 2021 будет заменено еще минимум 5. В планах района к столетию региона отремонтировать минимум 20 километров муниципальных дорог и 7 мостов. В планах развития и строительство разгрузочной площадки для ТКО. Позиционируя себя как экологически чистый, району такой проект крайне необходим. Мы запланировали строительство площадки перегрузки ТКО современным способом, используя систему пресс-компактов. Сформирован земельный участок, который получил согласование всех надзорных органов. Мы выделили средства и заключили контракт на проведение изысканий. Владимир Уйба подытоживает: столетие региона – событие особой важности. Случается такое лишь раз, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы жители ощущали праздник не только в день юбилея, но и на протяжении всей подготовки к нему и даже после знаменательного события. И самое главное, чтобы наши жители, проживающие в республике, неважно, Сыктывкар это или это Усть-Колом, или это Инта, или Воркута, чтобы они все были вовлечены в процесс подготовки самого праздника. Самое главное, видели те результаты этого праздника, оставшиеся после праздника хорошим знаком дороги, школы, больницы, а не только, как я говорю,
концерты. Рабочее совещание по подготовке к празднованию столетия Коми проводится второй раз. Всего запланировано 8 таких встреч с главами на местах. Наиболее масштабные изменения ждут нас через год в Сыктывкаре. Основной площадкой празднования станет набережная. К юбилею там будут выстроены концертные и развлекательные площадки, прогулочные и велосипедные дорожки и даже открытый кинотеатр. Благоустройство коснется парков, скверов и главных улиц столицы. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.